такое вот прекрасное, доброе весеннее утро нас встречает на природе, в избе. Вот такая вот красота. Как и говорил я вам вчера, бессонница меня не мучила. Буквально перекусил. Печка как раз такая комфортная температура. Залез в спальник, лег. И проснулся только от того, что шебуршит мышь. Проснулся 7 часов утра. Часов 6 я поспал. Нормально. В общем, сейчас короткий завтрак. И выезжаем на озеро, если получится нам доехать. Если получится нам заехать, потому что ночью заморозка не было. Плюсовая температура была ночью где-то около +2 примерно. Градусник не выставлял еще. Посмотрим. Получится, получится. Если воды не очень много. Если воды очень много, будем искать какие-то другие варианты. Коротко о том, чем я занимался вчера, после того, как приехал после ловли живцов. Живчиков я поймал, штук 6-7 там есть. В общем, скинул я снег. Ну, не до конца, а главное вот с этого козырька. Там-то нормально все растает. Лучше не заходить туда, чтобы не портить рубероид. А здесь вот так вот висела огромная шапка. Здесь все нависшее было. Вот это все убрал. Лишний снег. Так. Сделал ступенечки. Здесь все почистил. Вот. Поковырялся с буксировщиком, с ураганом. Разбирал там, смазал вариатор. Все такое. Что еще? Здесь все почистил тоже с этой стороны. Вон тут вот так вот до середины избы была такая, как у белого гриба, такая фигня вот полностью. Все это я почистил. Вот опять же здесь немного почистил. Сделал дорогу к туалету там. С туалета все тоже огромная шапка была. Вот как видите, здесь на этом пенечке вот ураганом поломало дерево. И здесь вот такая вот огромная шапка. 2 раза больше шапка была на туалете. А туалет досочки уже старые, получается. И прогнулось все, думаю, страшно заходить, завалит нафиг. Все почистил, туалет будет жить еще как минимум этот год. В общем, одно, другое, третье. Занимался по хозяйству. И вечер прошел вообще незаметно. Так что все хорошо. Отдохнул просто идеально, когда никакого шума машин, никаких посторонних шумов. Только говорю, вот, мышь бы не разбудила, наверное, спал бы и спал еще пару часов-то точно. Даже не ставил будильник специально, потому что я приехал сюда отдыхать. Не буду говорить, что я приехал на рыбалку, а не за рыбой, потому что 2 раза так говорил, ничего не принес практически. Да, мы приехали на рыбалку, но в надежде поймать рыбу. Сколько можно уже пустых рыбалок, так что сейчас долго не задерживаемся. По-быстрому завтракаем, берем с собой обед, потому что день уже длинный, до вечера мы успеем проголодаться. Перекусим потом там. Все, поехали. Ну а теперь первым делом сначала позавтракаем. Вот такие вот. Вот такая вот лодочка у хозяев. Не надо никаких резинок, ПВХ. Лично мне на такой лодочке было бы страшно, конечно, выходить на воду. Ну, раньше только такие лодки и были. Итак, завтракаем мы, в принципе, тем же, чем и ужинали, тем же, чем и обедали. В первую очередь надо съесть то, что привезли с дома. Иначе сейчас тепло, прокиснет, придется выкидывать. А так, все в дело. И, конечно же, чайковского. Печку сильно не кочегарю. Попил чаю. Вскипятил чайник, заправил термос. Все, и она шается еле в таком поддерживающем теплом режиме. Повесил градусник. На улице 4 градуса тепла. В помещении 21.
Все комфортно. Яичницы сегодня у нас нет, но зато есть вареные яйца. Почему я сейчас не делаю яичницу? А дело в том, что чтобы не возить туда-сюда, газовую плиту оставлял здесь в избе. И какая-то сволочь нечистая на руку посчитала, что газовая плита ему нужнее, и утащила с избы. Чего я не ожидал. Здесь, в принципе, никто никогда не трогает. Посторонних здесь не бывает. Ну, бывает, захаживают. Ну, я, в принципе, догадываюсь, кто это, но не пойманный не вор. И утверждать пока ничего не буду. Ну, все это дело мы разберемся. Но пока газовой плиты у нас нет. И будем яйца есть вареные. Или тогда, когда топится печь, можно, в принципе, пожарить. Но я говорю, сейчас на улице тепло, смысла нет кочегарить печку. Нормально, вареные тоже пойдут. Потом как-нибудь, может быть. Я считаю, вот этого завтрака, то, что я сейчас поем, энергии мне хватит на целый день. Ну, там возьмем с собой чай, булочки, яйца те же, кусок сала, хлебушка, и нормально. С утра без рыбацкого, потому что день тяжелый. Не знаю я еще куда еду, не знаю, как там все будет. Не исключено, что снег будет валиться, не исключено, что на озере очень много воды. И тут голова нужна светлая. Потом, если все нормально будет, в обед с собой возьмем по-любому. В общем, планы я построил. Теперь самое главное воплотить их в жизнь. Снега, конечно, поразительно очень много в этом году. На уровне окна вон. Я такого даже не припомню, чтобы 10 апреля был такой снег. Прошлый год 10 апреля, вот точно не помню, надо посмотреть прошлогодние ролики. Но мне кажется, уже все. Было просто очень тепло, снега было уже очень мало, река была уже очень опасная. Мы уже это время, наверное, поднимали снасти. А сейчас, по большому счету, только начинается рыбалка весенняя. Год на год не приходится. Единственная надежда, что вот такая, когда запоздалая весна, поздний ледоход, обещает очень хорошую охоту на уток. Утка сейчас в средней полосе где-то она вся держится, получается. А время-то подходит, поджимает, и она все идет. Но здесь холода получается, здесь снег, здесь лед стоит. И она где-то вот задержалась и стоит. А потом, когда начинают открываться там ручьи, болота, то она начинает уже активно лететь. А река еще стоит. Вот тогда самая лучшая охота на уток получается. Потом начинается ледоход. Это вся движуха. Утка начинает летать, садится там на болото. Вот было раньше постоянно-то, когда она в середине мая, числа 9 мая открывалась. Утки было просто валом. А сейчас в последнее время что? Печора в середине, там максимум в конце, 20 апреля пошевелиться пошла, утки еще толком нет. Утка прилетает, кряковая уже садится на гнезда, получается. Открывают охоту. И так, вот утка потихоньку, печора вся открытая, она по печоре сплавляется огромными стаями. Зачем ей лететь, допустим, на болото, на те же озера, когда у них есть целая печора, они в безопасности по центру сплавляются и все. Так что
В этом году будем надеяться на отличную охоту на уток. Это будем посмотреть потом. Все потом. Но пока доедаем, допиваем и на озеро. Я надеюсь, что-нибудь да у нас сегодня получится. Собрались по минимуму и в то же время взяли все необходимое. Переложил все в одно корыто. Второе оставляем длинное, чтобы оно тяжелее и неудобнее между деревьями. И погнали на озеро. Погодка шепчет. Плюс 5, плюс 4,5 градуса где-то было. Так, ну что, с Богом. Ага. Скорость не пробовал включать? Да, жалко, конечно, что живцов не получилось достать. Ладно, попробуем. Если что, там окунь тоже есть. Будем ловить там на месте. Валится уже. Так, пошел целяк. Сильный сырой снег. Сейчас попробуем, поедет, не поедет. Пока едет. Нормально. Прицеп-то точно бы поехал, я даже бы и не сомневался, я просто думал, что все-таки прицеп тормозит. Едет. Главное не дать ему завалиться в сторону. Насчет этого горное сиденье очень хорошо выручает. Успевай только двигать попой. Снегоход Буран давно бы уже здесь все катки забило сырым снегом, и он бы уже остановился. Этот прет. Молодца. На лыжах бы... Я лыжи-то на всякий случай взял, конечно, но на лыжах здесь точно не поедешь, потому что каблуки сразу прилипнут, особенно к деревянным лыжам. Камусовые еще куда бы ни шли. А деревяшка это все по такому сырому снегу, это конец фильма. О, местами проваливается глубоко. Так, ну чё, пока едем. Делаем короткое включение на озере. Там по-любому, если до озера доедем, придется отцепляться, отцеплять сани и пролететь ходом, потому что воды много, может забуриться. Ну ладно, там видно будет. Все, давайте встречаемся на озере. Так. Пробурена первая лунка. Лед толстенный. Здесь, потому что здесь палатка была. А там, не знаю как. Тут-то мы замораживали, все, топтали. В общем, залез в пакет с удочками.
И обнаружил, что блеснилки нет. Хрен его знает, куда я ее оставил. Удочку от Миши Пантелея. Ну хорошо, что взял с собой блесна. Вон. Поставил вот такую блесну побольше, потому что здесь щуки есть и не маленькие. Если хапанет, дай бог, чтобы она до лески не достала. Ну и сверху вот такая вот нимфа. Красненькая. Если честно, я уже не помню, кто ее делал. То ли Ирина Баранова, то ли Александр Мазай, то ли Василий Чупин. Друзья, вы знаете свои мушки. Если что, черканите, чья это нимфа. Вот такими. Муравей вот такой с красными. Скорее всего, Иринка Баранова, наверное. Не помню. Не буду врать. И первый заброс. Первый заброс. Смотрим, что нам даст первый заброс. Ага, глубину нашли. По всем правилам рыба должна сегодня клевать. А что будет на самом деле, мы сейчас посмотрим. 2, 3. Оп, есть первая поклевка. Друзья, первую поклевку я уже видел. И это радует. Была первая поклевка. Буквально на 3-м подъеме. И это радует. Это не можешь не радовать. Хотя не результат. Бывало и так на этом озере. Как-то приехали вчетвером. Я, братан, Виталик. О, еще кто-то цеплялся. Иван Григорьевич, Игорь. Сразу поймал вот 2 таких лаптей окуней. Буквально с первого заброса. Там вот, на том берегу. Все такой надежде начали буриться. И все. И потом все это как началось, так и закончилось. Поймали несколько мелких окушков, 1 щучку. Ну, таких лаптей за целый день, наверное, поймали еще штуки, наверное. Еще 2, наверное, и все. А с первого заброса сразу вытащил 2 лаптей. Так что вот, первая поклевка, это еще ничего не значит. Но поклевка была. Это уже радует. В декабре здесь мы упрашивали с Серегой вообще капитально. Никак не хотела она брать. Что мы там? 7 штук, наверное, поймали. Поймаю буквально 1-2 рыбы. Если поймаю. И пойду выставлять жерлицы. То, что есть живцы. Потому что... Ну, все. Что-то не понравилось. Поклевка была. Если на блесну не будет брать, придется поиграть мормышкой. Леска тут 0,18. Самая толстая, наверное. Ну, 0,2 где-то еще было. Или 0,2. Оп, 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 вот она. Вот и первый окунь. Клюнул на блесну. Вот такой вот первый окушок. Клюнул на блесну. Не жерличный, правда, но... Если ничего не будет, поставим жерлицу и на этих. Вот и первая рыба. Черномазые окушарики. Вот такие вот. Вот такие вот негритята здесь проживают. Вот такой вот черный озерный окунь. Тут-то еще ладно. На болотном озере там вообще они негры вот с такими глазами. Ну давай еще парочку, если клюнет. И пойдем выставлять жерлицы. А потом уже начнем бурить. Будем искать. Прошлый год у меня здесь были обидные
сход, не то чтобы сходы, не выдерживали поводки. Я-то думал сначала, что живут здесь монстры. Как оказалось, потом карабины на говно поводках просто прогнили. Заржавели, с некачественного материала были поводки и ломались именно на карабинах. Раза 2-3, наверное, переломали. Но мы с Григоричем штук 7-то здесь поймали щук, наверное, такие хорошенькие. Хорошо брало на плотву. Вот была плотва, 100% щука была бы. Ну. И правильно сделал, что не поехал за плотвой. 4-й или 5-й день уже плюсовая температура. Я бы просто оттуда не приехал. Пришлось бы ждать заморозков. Хотя почему не приехал? На снегоходе-то всяко бы доехал. Вон сейчас же едет он. Поверху идет вот буран бы любой. Любой тяжелый снегоход, он бы уже провалился до дна. Ну, в смысле, в наледь. А этот едет. Так, ну что, оп. Вот, второй. Второй тоже на блесну. Этот уже поменьше. Жерличный вариант. Ну, я вам скажу, друзья, щука на местного окуня почему-то берет не очень. Не очень-то она любит своих, видать, уже приелись. А вот белую рыбу она просто обожает. Плотву. Прошлый год она плотву, даже дохлую плотву, и то хапала. Поставил крупную блесну в надежде на щуку, конечно, но я не знаю. Если хапанет эта щука, килограмма 2-3, наверное. Что и как буду я поднимать, ну, главное, чтобы хапанула, а там разберемся. Но сначала поставим жерлица, а потом уже будем ловить окуня. Окунь есть, окунь активный, это уже хорошо. Мы обычно здесь ловили, когда уже забереги открытые были. Вот тогда вот вообще здорово берет. Тепло, солнечно было. Мы вчетвером приехали, тогда, наверное, каждый по ведру хапнул. Все. Что-то этому окуню не нравится. Привез с собой в ведре кровь. Прямо сейчас почищу лунку и прямо здесь сейчас ее прикормлю кровью, чтобы запах крови был, может, что подойдет. Осенью прикармливали, не знаю. Ну, поймали 7 штук. Подходили они, не подходили. Ну все. Кидаю кровь и начинаю ставить жерлицы, пока выключаемся. Так, 3-й окушок. В общем, пробурил 3 лунки. Подустал. Хотел сначала все лунки пробурить. Там 6 или 7, я не помню, у меня живцов. Ну, весь употел. В общем, я решил передохнуть. Ну и заодно пройтись удочкой по этим лункам. Посмотреть, что и как. И вот на первой же лунке вот жерличный окушок повесился. Но этот вообще что-то... О! Есть. Второй. Главное, берут все на блесну, не на мормышку. То есть не на нимфу. Так, ну живцы какие-никакие будут. Так что навтыкаем все жерлицы и будем посмотреть, что нам скажет Царское озеро. И в каждой лунке по 2 окуня, что ли. Но в принципе тут такое возможно, потому что когда вот клевало хорошо и ловили здесь хорошо,
надо было тоже много бурить. Вот поймаешь штук 5-6 с одной лунки, все, ты хоть целый день стой над этой лункой, поклевок больше не увидишь. Буквально 2 метра в сторону сделал лунку, опять 5-6, а то 1 и 2, редко когда больше. Он стоит на месте, видать, не гуляет или что, не поймешь его. Но здесь надо буриться. Вот поймали 2 окуней, все. Там 2, здесь 2. Вот сейчас пойдем посмотрим еще те 2 луночки. Да, по такому снегу много не находишься. Вот сейчас это, если заморозки ударят, будет наст. Вот это будет красота, конечно. А так по колено в этой наледи плюхать тоже интересного мало. Вон свежая лунка. Сейчас вот отпускаем. Здесь поглубже. Вон. Раз. Два. И 3. Сейчас должен быть удар. По идее. Нету. Здесь нет никого. Ничего страшного, сейчас жерлицы выставим. Будем на мормышечку с тонкой леской ловить. Это, кажется, окуня должны надергать. О, жерличный. Смотри, как хапнул жадно. Как раз на жерлицу. Хорошо. Вот окунь здесь крупный есть. Но почему-то он редко попадает. Самый умный, что ли? Нет такого, чтобы он жадно брал. Или просто не попадал. Оп. Вот еще один жерличный. Вот как раз. Вот такая мелочевка, и хорошо. Как раз на щучек. Так что с живцами у нас проблемы решены. Уже штук 10 можно поставить жерлиц. И это радует. Пусть не плотва, пусть не вкусный живец, но на окуня тоже здесь ловили щук. Так что будем посмотреть. Ну вот и здесь, на 3-й лунке, также с первого заброса окушок. И, наверное, должен быть еще 2-й. По 2 окуня с каждой лунки. Главное, все берут на блесну. Нимфа с опарышем им не нужна. Блесна без ничего, ее хапают. Оп, опа, сход. Вот щука здесь есть, а на блесну щуку я ловил буквально раза 2, наверное, и то не крупные. Небольшие щучки. Хотя она здесь есть. Была поклевка, был сод. Оп. Вот такие вот черномазые окушарики. А какие здесь щуки красивые. О, кто смотрел прошлогоднюю рыбалку, тот видел. Я таких красивых щук еще не видел нигде.
Красные они такие, отдают золотом. Золотые щуки. Сейчас, если клюнет. О, здесь третий даже клюнул. О. И этот более-менее даже. Этого уже можно на засолку. Да хоть куда. Вот такой вот черномазый дружок. Давай, полкилошка. Хапай. Озеро тут не маленькое, вот здоровенное озеро. Рыбачат мало здесь. Зимой здесь практически не клюет, очень мало. Бывает, что, ну, сами все видели, сколько мы за целый день, штук 6-7 поймали. А вот весной, если попасть, то половить можно. Просто трудно добираться до него. Далеко трудно. Прошлый год... Опа, есть еще один. Прошлый год с Иваном Григорьевичем тут врюхались налить такую, что по наледи-то он едет. А вот когда высокий берег, потом после наледи, он, получается, корыто упирается, передний толкач. И тяжело потом выходить было. Ну, выскочил, все равно помучились, выскочил. Тут 4 окуня. Оп, еще был. Так плавно берет. Нет такого удара, а так тынк. И нимфу странно, вот с опарышем никто не берет. Вон, нимфа выше и не берет, считай, никто ее. Все берут блесну. Как-то вот так. Вот поставил бы жерлицы, они бы ловили уже. Вот очень заразная эта штука, блин. Вот только возьмешь в руку удочку и все. Забываешь то, что ты хотел. Все. Еще одного поймаю и все, иду выставлять жерлицы. Так я точно до вечера не выставлюсь. Не, друзья, ну как тут остановиться? В общем, как выключил камеру, пошел к буксировщику обратно. Ну где, помните, я там я еще поймал после выключения где-то, наверное, парочку. Там, короче, 5 или 7 штук уже. Начал возвращаться. Вот. У нас тут 1-2 лунки к буксировщику. Ну, дай-ка закину. Ну, закинул. И понеслась. 3, 4, 5, 6. 6 штук одного за одним. Так что не по 2 окуня тут на каждой лунке, а тут их целая куча. Тут просто надо, пока тепло, много-много набурить. И ходить так от лунки к лунке. Вон. Выловил. Получается 5-6 штук. Сейчас включил камеру. Все. Никого нет. А следующая лунка что-нибудь да даст по-любому, наверное. Единственное, ходить замучаешься по такой воде. Ну ничего, потренируем ножки. Кто-то ходит в спортзал, кто-то таскает железо, а мы занимаемся спортом с пользой для дела. Совмещаем, как говорится, полезное с приятным. А здесь нет. Ну ничего. Методом исключения найдем. Нет, есть еще кто-то есть. Найдем самые уловистые места, самые рыбные места, самые уловистые лунки. И ох, этот получше. Вот он какой. Вот он какой. Окушенций.
Он просто... Так, куда тебе? Давайте я в ту лунку. Пока поплавайте. Это еще хорошо, что кедровок не видать. Так бы они... Долго было окуня, эти не поплавали. Махом воруют. Главное, съел-то одного-второго окуня. Ну, наелся же. Нет, они будут таскать до упора. Видать, прячут где-то. А потом едят. Что-то пока их не видать сегодня. Так что как-то вот так. Никак не можем начать выставлять жерлицы. Но все-таки начнем. Сейчас просто без остановок возьму живцов. И пойду ледобур, вот там я уже оставил. Поставлю 3 жерлицы, перейду на ту сторону. Буду бурить, ставить. Мне кажется, пока буду выставлять последнюю жерлицу, что-нибудь да уже сработает. Ну, по крайней мере, я так думаю. А правильно я думаю или неправильно, время покажет. Все, погнали. И получилось у меня, друзья, уйти еще, пока решил закинуть пару раз, поймал еще пару окушков. И вот более-менее приличный результат. Вот это, вот такого уже приятнее. Это уже можно назвать действительно окунем. Вот были бы хотя бы все такие. И посмотрите, как жалко он, жадно он заглотил блесну. Был такой удар приятный. О, вот это я понимаю уже окунь. Вот это красавелла. Ну-ка, повторение будет, нет? Есть хорошие окуня здесь, в этом озере. Просто надо искать. Как-то был февраль месяц. С Серегой здесь мы пришли, пробурились, не клевало. Кинул эхолот. Рыбы нет. Пробурили по центру. Видеокамеры тогда еще не было. Пробурили по центру. Кидаю эхолот. И там просто метровым слоем, наверное, даже больше 2-метровым слоем стоит рыба. Одна где-то до середины. Но не клюет, бесполезно. Может быть это, ну, показывала рыбу, я не знаю. Если бы это было листья там или еще это... Нет, это была рыба, потому что она двигалась. Она медленно, но двигалась. Но не брала ни на что, бесполезно. И где бы мы только не бурили. А по берегам, главное, не было, только по центру. По центру глубже, и она там была, видать, нехватка кислорода. И она стоит в полном коматозе. Сейчас весна, видать, свежая вода поступила, начала таять, кислород поступил в воду, и она уже активировалась. Так, все, хорош. Теперь точно. Еще одного окуня ловим. И идем, опа, вот так вот идем выставлять жерлицы. Бойкий кто-то был. Ну, не хочет. Ну ладно, не хочет, как хочет. Ну вот, выставил я все-таки десяток жерлиц. И что-то вот я пока выставлял, ни одной сработки. Я думал, сработки будут. Но будем посмотреть. Еще не вечер. Бывало так днем не берет, а к вечеру бывают сработки. Главное, они поставлены, а там видно будет. Выставлял через 50 шагов, но эти 50 шагов по такой воде где-то, наверное, думаю, метров 35 расстояние друг от друга вдоль берега, потому что, не знаю, по центру что-то мне никогда не попадало. Вся щука, что есть, она держится на мелкоте недалеко от берега. Так что будем ждать. Сейчас сделаю луночку, 1-2, сяду, посижу, порыбачу немножко, попью чайковского. Ну,
А потом будет видно. Будут срабатывать жерлицы, это хорошо. Нет, так будем бурить, обуривать озеро, искать голодного окуня, гонять блесну, может быть щучка хапнет и на блесну. Погодка просто прелесть, шепчет. Тепло, где-то градусов, наверное, 6-8, если не теплее. Теплый ветерок такой. Тает, очень много воды, вода выходит, так что сейчас будет здесь скоро потоп на озере. Но лед есть, так что бояться нечего. Главное не попасть на ключи, как какие-нибудь. Какой-то позапрошлый год Ромка катался на урагане. Через 2 дня на том месте, где он проехал, буквально получилось промоина где-то шириной 2 метра, наверное, длиной 5 метров. Просто посреди озера получилась промоина. Так что вот если не будет таких ловушек, то в принципе нормально. Потом, может быть, переставлю, если ловиться не будет, где-то в начало озера, где вот узкое место. Может быть, до конца дойду. В общем, будем думать, будем что-то экспериментировать. Пошли к урагану топать. Ходить очень тяжело. Воды вон. Болото. Просто болото. Так что я нисколечки не ошибся, что одел бродни. В сапогах бы все штаны были бы уже сырые. Погнали. Ну что, притопали обратно на наше место. И вот сразу такой окушенцей. Ладно, в одну канаву всех будем кидать. Все удивляюсь, почему не клюет. Так, кровушку, наверное, куда-то тоже спрятать. Тенечек надо. Подольем еще немножко. Не знаю, действует кровь, не действует. Но хуже не будет, наверное, это точно. На запах крови, может, щучка подойдет. Вот, по крайней мере, крупный окушок подошел. У них же обоняние развито. По идее, должна и щучка подойти. Прикольно было бы, конечно, щучку поймать на блесну. Фу, блин, я уже весь мокрый, весь употел. На улице еще солнышко вышло. Вообще жара. С ветерком, солнцем, с плюсовой температурой, снег. Сейчас сожрет снега, наверное, немало. Воды будет километр. Ладно, были бы ночью заморозки еще. Так ведь и ночью тепло, плюсовая. И такая погода сейчас будет дня 3-4 по прогнозу. Потом вроде бы там уже ночью минус пойдет. Нас будет. Самое время готовить плоты для весновки. Все. Один и был. Но зато хорошенький. Ладно. Сейчас попьем чаю. И будем ходить по лункам. Он пока шел. Набурил. 1, 2, 3, 4. Ну, штук 8, наверное, лунок набурил. Проверим, что да как. Фу, ну и жара. Вот такая погода мне нравится. Лунки не замерзают. Тепло. Что еще надо? Ловилась рыба. Да, она ловится, вон, нормально. Такой клёвый всегда. Только вот что-то жерлицы молчат. Значит, еще не щучье время. Ну ничего, подождем. Сейчас луночку еще пробурю и буду чай пить. Так, ну что, попил чайковского с булочкой. Проверил ту лунку, которую подкармливал кровью. Тишина. Сделал 2 новые лунки. Вон, только закидываю, сразу удар. Только вот закинул, у меня же блесну приподняло. Это еще один раз
подтверждает то, что окуня здесь много, но нужно много бурить. Опа. Что-то было. Один, что ли? Да ладно. Нет, вон. Видали, да? Блеснул, аж приподнял. Опа, вот он. Не крупный только вот. Пойдет. Будем как семечки щелкать. В такую погоду рыбачить одно удовольствие. Вот. Тем более, когда клюет. Пусть даже и такой некрупный окунь. И главное, на блесну. Ни одной поклевки на нимфу еще не было. Это не хариус. Пробовал удочку с мормышкой, я не знаю, или не попал. Достал леску, там 0,14 или 0,16. Закинул с опариком. Ни на игру, ни на чё. Ни одной поклевки. А блесну. Блесна вот работает. Кстати, ни одно уже озеро я заметил. На раскаленном озере такая же фигня. Блесну берет лучше, чем мормышку. Хотя сейчас пацаны ходили с деревни, говорят, на мормышку половили окуня, там ездили. Если он на мормышку уже брал, я представляю, что он делал бы на блесну. О! Прикольно. Если до вечера сработок на жерлице не будет, не знаю даже, что делать. Места переставить, попробовать. Нет, вечером всех живцов поменяю. Может, что сдохло, может, что. И потом проверим завтра утром еще. Может, он ночью или рано утром. Прошлый год вот сколько раз так было. Оставляем, утром приходим, 1-2 сработки есть. Так что днем редко когда берет. Берет утром или вечером. Главное, выставились, и это хорошо. Значит, о, ушел. В декабре тоже ни хрена не клевало. Я такой говорю Сереге: смысл, говорю, выставляться, все равно не клюет. Серега не послушал, поставил. Опа, 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 опа. Вот это уже получше. Вот это уже покрасивее. Бодренько так ударил. Поставил 3 жерлицы. И поймал щуренцию. А у меня и жерлицы были, и живцы. И поленился выставляться. Но зимой хреново. Это надо закапывать все. Лунки замерзают. А сейчас одно удовольствие. Воды, правда, много. Но ничего. Главное, клюет. Главное, ловится. Родные берега кормят. Я вам говорил, что есть в этом озере рыба. Придет время, и она будет ловиться. Вот это время пришло. И мы ловим.
Опа. Как-то вот так. Удивительно, почему не берет нимфу, почему не берет мормышку. Чисто блесна, он все блесна работает. О, живчик хороший. Так, живчика, наверное, сюда куда-то надо отдельно, чтобы потом не искать. Бензин нагрелся. Надо убрать тенечек. Ну ладно, друзья, в общем, примерно как-то вот так. Показывать одно тоже, думаю, смысла нет, неинтересно. Ловим окуня. Окушок средненький. Нормально. Все хорошо. Вот он так вот, видишь? Некоторые еле-еле, а некоторые аж долбят, колбасит. Мама, не горюй. Заглотил полностью. Так что, Михаил Пентелей, работает твоя блесенка. Это та блесна, которую мы потеряли на озере, которую мы пытались поймать на поисковый магнит, к которому, оказывается, он не притягивался. Но в результате все-таки мы эту блесну с травой достали. И, как видим, не зря пытались, работает. И работает довольно-таки неплохо. Специально поставил блесну покрупнее. Думаю, если щучка хапнет, чтобы не проглотила ее. Опа, бляха, вот это было. Но этого я подсек. Что-то тяжеленькое подсекал. Или просто за брюхо. У меня же леска зазвенела. Ну, давай еще одного. И перейдем на другую лунку.